Добрый день еще раз, ребята. Наши академики, член хора. Да? Очередной раз хочу вас поприветствовать. Есть ребята, которые уже были здесь, новые лица. Спасибо большое, что приехали. Да? Замечательный такой весенний день. И сегодня я хотел рассказать немножко разговор такой о будущем мы хотели, да, так сказать. На самом деле будущее это относится к вам, да, так сказать, потому что будущее это дело, как говорится, молодежи, да, кстати, и мы на самом-то деле к этому мало отношения имеем, на самом-то деле получается, да, потому что уже не сильно сможем что-то изменить, потому что все, что сделали, да, так сказать, ну, человек обычно делает до возраста, скажем, 40 лет, да, так сказать, максимально. И самый активный период жизни, да, так сказать, это получается после университета и прочее, да, так сказать, а сейчас еще раньше люди занимаются, да, так сказать, важными делами. Ну и получается, могут очень быстро сделать. Приветствую вас. Приветствую, Давид. Да. Ну и немножко расскажу о себе, да, потому что зачем я об этом все рассказываю, да, так сказать, потому что это вот вопрос интересный. Следующий слайд. Ну, о себе, да, так сказать, я уже об этом немножко рассказывал, да, так сказать, в какой-то группе ребят, да, связанных с дипломатической школой, которая у нас проходила зимой, да, так сказать, это про себя, да, так сказать. Кто-нибудь может угадать, да, так сказать, когда я родился? Дело в том, что тот год человек высадился на Луну. 61-й? 61-й? Какой год? 60. Это такое важное событие, да, впервые человек высадился, ступил на Луну. А, именно на Луну? Именно на Луну. И даже походил там немножко. В каком году человек высадился на Луну? Кто скажет? 60 какой? 61-й. Кто умный еще? 3-й. Не имеется в виду. 69-й год. 1961. В 69-м году это произошло. Это было очень жаркое лето. Да, так сказать, и многие люди рассказывают, да, так сказать, когда весть об этом пришла, известие, да, так сказать, все потрясенные посмотрели на Луну и подумали, неужели там люди ходят? Да, так сказать, это была самая такая фантастическая тема, потому что еще абсолютно недавно до этого, да, люди считали, что вообще-то говоря, значит, Луна, звезды и прочее, это просто какие-то вещи, которые висят на небосклоне, которые стеклянные. В общем-то, да, это было совсем недавно, буквально несколько веков назад, люди так считали. И я об этом всегда говорю, потому что, значит, был такой очень интересный человек, Анаксагор, да, это греческий философ, ученый, человек, он, тогда люди не могли себе сказать, да, я философ или прочее, он просто говорит, я люблю думать, да, поэтому и возникла идея философии, почему я люблю думать. И он говорит, вот вы мне можете сказать, что Земля плоская стоит на 3 слонах, которые стоят на спине черепахи, и черепаха плывет по Молочному морю, океану. И вопрос такой, да, он говорит, когда вам это скажет самый вам уважаемый человек, уважаемый вами человек, и могут быть еще миллионы людей вам это сказать, но от этого, да, так сказать, вот эта идея, она не будет правдой. Понимаете, да, так сказать? На самом-то деле Земля, возможно, не плоская даже. И даже она может и не стоять на 3 слонах. Кто это видел? Да? Кто видел, что Земля плоская и стоит на 3 слонах? Вот такой вопрос он задал. И потом он говорит, вот есть Солнце. Да, так сказать, все думали, что Солнце это, в общем-то, колесница и какое-то, значит, богоподобное существо под именем Гелиос, да, так сказать, оно там скачет по небосклону. И вот настолько он ярко светит, да, что мы не видим его реально. А он говорит, Анаксагор сказал, что это раскаленный камень, огромный раскаленный камень. Он даже вычислил диаметр, размеры этого камня. Как он это мог сделать? Это же тоже сложная задача, да, так сказать. Как можно вычислить просто человек, у тебя ничего нету, да, так сказать. Ничего нету, никаких инструментов и прочее, да, так сказать. Но он себе поставил задачу, каким образом вычислить расстояние до Солнца. Сперва он вычислил расстояние до Луны, да? А потом он вычислил расстояние до Солнца. Это такая интересная задачка. Как это сделать просто в уме, да, так сказать, не зная сильно много чего, не имея инструментов. Да, это же интересная задача. Вот представьте себе, 25 веков назад вы
значит, живете, да, у вас ничего нет, ни калькуляторов, ничего, никаких идей, да, так сказать, но вы видите, да, что есть Луна, есть Солнце, и как это вычислить, да, вычислить расстояние между ними, между Землей, которую он тоже считает круглой, до Луны и до Солнца. Он это сделал, и оказалось абсолютно точные, как говорится, вычисления. Поэтому это очень интересно. Да, и ну, потом я целую лекцию могу по этому поводу рассказать, потому что это мой любимый значит, философ, да, кстати, Анаксагор. И что самое интересное, он говорил такую вещь: никогда не верьте тому, что если вам скажут так, что это абсолютно верно. Да, что это настолько железобетонно, да, что ничего не изменить. Ничего такого не бывает, говорит. Надо всегда задавать вопросы. Это как раз касается вас, потому что если вы только можете задать вопросы, да, так сказать, и сомневаться в том, что какой-то важный человек, да, как я или кто-то, да, так сказать, сказал вам, что именно так, то тогда вы настоящие академики. Настоящие, как говорится, люди, которые думают, сомневаются и всегда спрашивают вопросы. Потому что от того, что сколько миллион раз вам скажут, что это правда, от этого ложь не станет правдой. Понимаете, да, так сказать? Не изменится качество. Это вы только можете, как говорится, perceptible attitude, да, иметь такое. Но это не та часть, которая, не та тема, которая на самом-то деле связана с наукой, да, реальными вещами, которые здесь происходят. И я тогда вырос, да, так сказать, родился в стране, которая называлась СССР. Кто может сказать, как это переводится? СССР. Республик, да. Когда-то Блок сказал, да, так сказать, я родился в стране под названием Россия и умираю в стране под названием, непонятно, СССР. Да? Тоже интересный факт, да, так сказать. То есть во время жизни человека может быть такие изменения, что название вашей страны может даже измениться. Понимаете, да, так сказать, вот такая тоже интересная. И когда я вырос, да, так сказать, был руководителем человека, которого вы видите там на картине, да, так сказать, Леонид Ильич Брежнев, которого очень многие люди говорили, да, что он невероятно умный, значит, гениальный, написал какие-то, значит, вещи, «Селена» называется, «Малая земля». Я эти произведения читал, и перед такими же ребятами, как вы, рассказывал, в то время они моего возраста были, да, так сказать, и я им пересказывал очень искренне, да, так сказать, эти книги. О чем это речь, да, так сказать, «Селена», «Малая земля» и прочее. И он сказал, что мы живем в развитом социализме. Да. Это такой был период, значит, развития нашего общества, когда очень быстро мы достигнем к 2000 году практически то, что называется коммунизмом. Да, так сказать, состояние, когда каждый будет иметь то, чего он хочет. И даже, возможно, будет мало работать. Ну, кстати, мы, видимо, к этому уже приблизились сейчас. И давайте посмотрим следующий слайд. Это я про себя, да, так сказать, кто откуда родом и прочее, да, так сказать. Я из местности маленькая, называется Хоро, Сунтарского района, или Улуса. Кто-нибудь есть из Сунтара? О, замечательно. Знаете, Хоро где находится? Вот знаете, да, так сказать. Ну, я хоринец, да, так сказать, получается, потомок Улу-Хоро, да, был такой деятель интересный. Значит, вторая фотография — это мой предок. Стоит, да, так сказать, тот, который в странном таком треугольнике, да, так сказать. Он ездил во Францию на выставку всемирную, где французские газеты написали: сегодня мы увидели, услышали лекцию якутского губернатора. Он не был губернатором, он был просто сунтарским главой, местным князем, да, так сказать, и он рассказывал про Якутию, потому что он действительно на свои деньги привез целую коллекцию интересных вещей, включая кости мамонта, прочее там, и рассказывал о Якутии. И об этом многие написали в газетах французских, что было интересно. Рядом с ним господин Цирцер, это учитель, которого он нанял для того, чтобы в деревне Вельгея, где у него был алас местный, так сказать, построить школу, чтобы он там был преподавателем. Второй человек, которого он нанял, это Петр Хрисантович Староватов. И идея была такая, да, так сказать, вот ему дал задание, да, вместе с детьми пойти и посмотреть вокруг, есть ли здесь алмазы, есть ли здесь нефть или газ. Вот такую задачу он поставил, да, мой прадед, получается. Почему? Почему он поставил такую задачу?
он услышал о том, что было великое открытие Кимберли. Кто-нибудь слышал Кимберли? Что такое Кимберли? Это интересная местность в Южной Африке, где добывается большое количество алмазов. И там, значит, были настолько древние горы, что они оказались такими маленькими, потому что время прошло очень много. И, возможно, там были так называемые магматические выходы, да, так сказать, то, что называется кимберлитовой трубкой, да, так сказать, в честь вот этого названия этой местности. И он подумал, что, возможно, у нас тоже в Сунтарах имеются такие древние вулканы. Если мы их найдем, то мы обнаружим алмазы. И мой другой, значит, предок по отцовской линии, да, так сказать, мой прадедушка, как раз первый человек, который сумел, значит, на руках держать якутский алмаз, он его продал в Швейцарии, да, так сказать, за хорошие деньги. То есть это фактически первый такой случай, да, что якутский алмаз был продан за границей. Да? Но, естественно, разбогател, очень богатые люди были. Следующее, да, так сказать, это мой другой очень близкий родственник, который я все время называл Убай, по-якутски это старший брат, Борис Николаевич Андреев, у которого я все время, много времени проводил дома. Очень интересный человек, много языков знал, кстати. Он создал музей. Вы кто-нибудь слышал, да, что в Сунтарском районе, в деревне под названием Илья, есть такой школьный музей? Да? Вот девочка знает. А это огромный музей, там много, даже фактически 10 тысяч экспонатов, и некоторые экспонаты я сам лично делал. Там птички всякие, прочее, и как-то их ставил я, ножки, да, так сказать, и мне Борис Николаевич говорит, да, очень странно, вы поставили ножки, как будто это человек ходит, а птицы по-другому ходят, понимаете, надо увидеть это. Поэтому нельзя уподоблять себя, да, так сказать, или животных, да, так сказать, к человеку, они совершенно другие. Следующий слайд. Кстати, вот фотография от того музея, да, так сказать, там. Значит, книги. Что самое важное, да, в своем развитии? Самое важное — много читать. Я начал читать очень рано. Оказывается, это очень полезно. И у меня дома было много энциклопедий. Видите, какие энциклопедии? Да? Во-первых, целая большая книга Брема, бремовские книги. Это очень интересные книги про животных. Второе — это Эфрон и Баргаузен, очень интересная энциклопедия, которую читать вообще прекрасно. И Илиада Гомера. То есть я в детстве этим увлекался, потому что мой дедушка был большим поклонником Илиады Гомера, он читал это на древнегреческом языке, потому что он имел такое образование. Да? Сколько вот народу сейчас может что-то сказать на древнегреческом языке? Мало. Да? На латинском тоже мало. Да? Знают ли еще люди разные языки? Вот дедушка мой знал много языков, да, так сказать. И когда он ходил со мной в лес, он говорил, вот это, например, Мотосилла альба. Что такое Мотосилла альба? Да, это латинское название Тересягудский. Есть такая птичка маленькая. Да? Бетуля альба, например, да? Береза и прочее. Вот все названия латинские, да, кстати, это очень важно. Следующий слайд. Значит, и когда я поступал в школу, первый класс, должен был пойти первый класс, за день до этого дедушка спросил один вопрос. Что вы будете делать после школы? Ну вот в школу вы пойдете, да, закончите его. А какой будет дальше вот, план ваш, действие какой? Да, и он говорит, я говорю ему, я хочу стать ученым, говорю, буду изучать там растения, прочее, мне это очень интересно. Тогда он сказал, вы тогда должны поступить в Московский государственный университет, на биологический факультет. Это самый лучший способ. И он сказал, найдите возможность, как это сделать. И я его спросил, а как это найти возможность? Ну, читайте журналы, находите его. И я, значит, будучи школьником, много работал, собирал деньги, где-то там, значит, пилил дрова и прочее, да, так сказать, кто-то давал там копейки. В конце концов, я собирал год примерно 74 рубля. Да, так сказать. И эти 74 рубля, да, так сказать, были достаточны для того, чтобы подписку, да, купить на эти журналы. Какие журналы? «Наука и жизнь», в то время «Юный натуралист», «Юный техник», очень любимая книга «Химия жизни», «Квант», «Библиотечка Кванта», супер вообще вещь, «Знание — сила» и «В мире науки». У кого есть такие журналы? Кто подписывает такие журналы?
Кто-нибудь подписывает такие журналы? Ребята? Да? Вот, подписывать журналы очень интересно, потому что я их читал абсолютно от корки до корки. И там же я узнал следующую вещь. Кстати, в мире науки, да, журнал очень интересный. Он был переводной журнал Scientific American. Его переводили в Советском Союзе. Американский журнал. Очень интересный. И я был, значит, подписчиком первого номера, начиная с первого номера. Да, кстати, и получил письмо от главного редактора, господина Капицы, который сказал мне следующее, написал, что я единственный человек, который покупает этот журнал за Уралом. Видите? Мало кто подписывался, я был единственным человеком, который подписался на этот журнал. Следующий слайд. Значит, я тут стою, видите, да, мне 14 лет, скоро будет 15 летом, да, вот это. И я поступаю в университет. Это уже мой заключительный, как раз заключительная фотография перед выпускными экзаменами, да, кстати, у себя в деревне, да, кстати. И после этого, ну, поступление было очень легко для меня, да, так сказать, поступить в Московский госуниверситет, потому что я уже с 5 класса постоянно летал в Москву и каждое лето проводил много времени в лаборатории господина профессора, да, Израиля Моисеевича Гельфанда. Да, так сказать. Я с ним стал переписываться через его программу, которая называется «Заочная биологическая школа». И также заочная математическая школа при МГУ. И он меня пригласил, я прилетел к нему, и каждое лето занимался тем, что работал в его лаборатории нейрофизиологии в Институте проблем передачи информации, здание которого вы видите. Да? Потом моя следующая фотография, это я студент, да, кстати, со своим старшим, ну, братом двоюродным. Да? И, значит, как раз выписка из моего диплома, чем я занимался. Но что самое интересное, я очень рано, в 3-м курсе, да, кстати, уехал за границу. Следующий слайд. Вот. Значит, сперва Шеффильдский университет, потом Йоркский университет, Кембриджский университет, Лидский университет. В Лидском университете я защитил докторскую диссертацию. Да, так сказать. И моя работа там представлена. Да, так сказать, изучение S-локуса, каким образом, значит, манипулировать генами, да, так сказать, включать, выключать и прочее. То есть интересная тема. И я там сижу, доктор новоиспеченный, и стоят рядом мои студенты, которые делают диплом. Мои дипломники, как говорится. Следующий слайд. Да. Чем я занимался? Я первый якутский человек, который защитился за границей, докторскую диссертацию, PhD. Потом я был помощником, советником нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева. Потом я был вице-президентом компании Distinctive Devices в Нью-Йорке. В Манхэттене занимался беспроводным интернетом, да, еще многими вещами. Также у нас еще были, значит, сателлиты, да, мы занимались арендой бродбанда, да, для того, чтобы передавать различные телевизионные передачи и прочее. Да, кстати, у нас большая компания, офисы были в Делрей-Бич в Флориде. Да. После этого я работал Chief Scientific Officer компании International Troy, Мичиган, город в США, небольшой абсолютно. Это большая ювелирная компания, где я был, значит, ну, там мы были такими ангелами, да, кстати, инвесторами, вы знаете, да, кто вот инвестирует на разные интересные технологические проекты. Я постоянно, каждую неделю летал, значит, в Лос-Анджелес, Сан-Франциско, и оттуда буквально каждый месяц там жил, да, кстати, имеется в виду, буквально не вылезал из Калифорнии, и каждый день, утром, вечером слушал питчи разных интересных проектов, да, кстати, технологических, чтобы купить, да. Потом, значит, я создал свою компанию «Алмазы Нюрбы», да, занимался огранкой алмазов. Потом, значит, был приглашен нашим президентом Михаилом Ефимовичем Николаевым, чтобы работать советником, да, кстати, его помощником, когда он был в Совете Федерации, заместителем председателя, и потом работать, когда он был советником, помощником, когда он был депутатом Государственной Думы. Михаила Ефимовича Николаева вы все знаете. Следующий слайд.
Это город Лидс, который мне очень нравится. Лидс находится в United Kingdom, это Англия, да, так сказать. В 1988 году, когда я там провел целый год практически, значит, центр города был невероятно замечательным. Да, такое красивое место. 1988 год, все там цветет, просто потрясающая красота. В центре города 100 лет назад построили невероятную аркаду. Это весь огромный район города, он сверху, значит, покрыт таким стеклянным куполом, да, так сказать, а внутри люди продают, покупают, да, так сказать, это такой эмпориум, да, так сказать. И в 1985 году большинство этих магазинов закрылись. Народ уже не ходит, не покупает, люди сидят дома, покупают через онлайн, да, на интернете шарятся, да, что-то покупают. Следующий слайд. Это, значит, другое интересное место, да, Black Country называется. Это район West Midlands в Англии, и я там был в 1986 году. Да, так сказать. И что самое интересное, я добрался до какого-то, значит, интересного места, который такой холм, вышел туда, посмотрел, и смотрю вот так, до горизонта. Одни мартеновские доменные печи, мартеновские эти огромные сооружения, заводы, бескрайне до горизонта и обратно, вокруг. Представляете, первая картинка, да, кстати, это было еще самое глубокое время, 1830-е годы. А когда я был, да, так сказать, вся вот до горизонта место было нашпиговано этими заводами. И что самое удивительное, была такая тишина. Ни один завод не работал. Ты мог ходить десятки километров пешком через абсолютно пустые заводы. И видите абсолютно нереальные красивые вещи. Видите, вот как будто это дворец, да, так сказать. Внутри заводов они были такие. Люди в то время, да, так сказать, 1830-40-е годы, да, уже 100 с чем-то, 200 лет назад практически, да, так сказать, люди очень восхищались своей работой и очень красиво все делали, да, так сказать. И все это стояло заброшенное. Почему заброшенное? Потому что вся индустрия ушла в другие страны. Да? Следующий слайд. Делаем следующий слайд, пожалуйста. Да. Ну, постиндустриальный деклан. Самым страшным, значит, примером, самым большим примером, да, это город Детройт. Столица машиностроения в Америке, да, так сказать. А сейчас это так называемый город-призрак, да, так сказать. Все заброшено стоит, практически там ничего не выпускается, количество людей, живущих там, совершенно сократилось. Вот такая же страшная картина, сократились, и все такое, значит, заброшенное стоит, огромные пространства. Следующий слайд. Значит, два очень интересных человека, да, так сказать. Сэр Хенри Эдуард Стракаш, да, и Кейнс, сэр Джон Мейнард Кейнс. Два английских исследователя, ученых, очень богатых людей на самом-то деле, которые начали исследовать после Первой мировой войны, каким образом экономика может помочь предотвратить следующие войны. И они придумали способ. Какой способ? Сделать так, чтобы была одна резервная валюта и страна, которая работала как буфер. Для того, чтобы покупать излишки сверхпроизводства. Многие страны производят много, да, так сказать, и их можно купить. И вот они предположили, что Соединенные Штаты Америки должны стать страной, которая будет покупать эти излишки и будет выпускать резервную валюту под названием доллар. Ее будут все покупать и прочее. И когда она это сделает, да, так сказать, буквально она станет империей. Она будет руководить всем миром практически, да, так сказать, или влиять экономически на весь мир. И что случилось, да, так сказать? Случилось следующий слайд. Все экономики мира выросли. GDP, это вневаловый, да, гроссваловый, как это называется, валовый продукт, да, национальный валовый продукт, он стал невероятно огромным. Да? Почему? Потому что это такое позитивное влияние такой экономической модели. Но эта модель делает одну вещь, да, так сказать, самую странную и интересную. Если вы становитесь резервной валютой, то вы обязательно должны иметь дефицит. Да, так сказать. То есть вас же покупают валюту. Да, так сказать. И все равно у вас будет дефицит.
И когда вы покупаете вещи, которые стоят очень дешево, потому что вы покупатель, нетто-покупатель избытка воспроизводства мирового, то, соответственно, вещи, которые внутри вашей страны продаются, они будут гораздо более дорогими, чем то, что вы покупаете из других стран. То есть это абсолютная такая задача. Либо вы имеете империю, да, так сказать, имеете резервную валюту, только в таком случае у вас будет возможность, да, поддержать эту валюту, поддержать тот образ жизни для всего мира. То есть поддержать так называемое мирное существование стран. Что сейчас произошло? Да, так сказать, пришел к власти новый президент США, Дональд Трамп, и он сказал, что мы больше не сможем это сделать. Мы больше не можем быть буферным государством для того, чтобы покупать излишки воспроизводства. Все. И таким образом, что дальше произойдет? Да? Он сказал так: мы будем всех облагать налогами, так называемые тарифы, на то, что вы покупаете иностранные вещи. Это налоги на жителей США, если они хотят купить вещи, произведенные в других странах. Это делается для того, по мнению Дональда Трампа, для того, чтобы обеспечить преимущество местным производителям, американским. Но Америка уже более 60 лет практически мало что производит. Соответственно, вы представляете, да, вы 60 лет не ходили на тренировку. Да? Вы, значит, покрыли жиром, уже задыхаетесь, плохо бегаете. И представьте себе, сейчас говорят, вам надо, значит, очень быстро похудеть, очень быстро стать таким спортсменом. Это задача абсолютно невозможная, на мой взгляд. Надо сказать. Потому что Китай уже работает, постоянно тренируется, постоянно работает, заводы строятся. А таких экспертиз у Соединенных Штатов уже нет. Вот такая история. Да, так сказать. И вот сейчас мир пришел к такому моменту, когда американский доллар уже не может стать резервной валютой. Если он не покупает, то резервной валютой он перестает быть. И как вы думаете, какая валюта может быть резервной, скажите? Вот следующий слайд, пожалуйста. Вот доллар — это exchange rate. Кто знает exchange? Обменный курс юаней и доллара. Что в этом графике, да, кстати, очень странно? Скажите. Кто скажет, что вы видите такого странного в этом графике? Резкий скачок. Резкий, видите, да, резкий. Что это говорит? Это говорит о том, что там нету настоящего обменного курса. Это все обман. Понятно, да? Это получается следующим образом. Кто-то подписывает бумагу, что в следующий день обменный курс будет такой. И обменный курс будет таким. Понятно, да? Если валюта имеет такой обменный курс и прочее, оно не может быть по определению резервной валютой. Потому что вы купили кучу юаней, но завтра по решению там кого-то юаней, цена их будет изменена. Вы не можете это даже контролировать, не то чтобы контролировать, даже предугадать не сможете. Поэтому для мира она не может быть резервной валютой. Получается, в мире не будет резервной валюты. Получается, в мире будет очень трудно торговать друг с другом. Соответственно, нас ожидает очень много хаоса, очень много сложных вещей. Якутия живет чем? Она продает алмазы, свои, значит, нефтяные и прочие продукты, да, кстати, как будет проходить, значит, покупки этих резервов, да, ресурсов. Соответственно, это в первую очередь ударяет по нам. И что самое интересное, да, кстати, разрушение Америки говорит о том, что сейчас, что делает Трамп, да, он сокращает капиталовложения, инвестиции в университет. Это говорит о том, что мировая наука от этого пострадает невероятно. Да. Поэтому сейчас мы вступаем в эпоху большой неопределенности. И вот я хочу сейчас передать слово своему коллеге Николаю Андреевичу, да, Парамыгину, который долгое время был представителем Якутии в Японии. Да? И он увидел воочию, как все это происходило. Да, кстати, как происходило изменение экономической ситуации в стране, которая выросла из ничего, стала невероятно богатой, потом целых несколько по величине экономика мира. Сейчас она не вторая по величине экономики мира. Каждый год
снижается ее объем и прочее. И это такой медленный, ужасный, как говорится, увядание экономики целой страны. Пожалуйста. Добрый день. Ну вот, я хотел бы вначале вспомнить прошлое. Вот я жил в Японии с 1993 по 2000 год, 7 лет. Вот, и посещал много заводов. Вначале, вот в 1991 году, это получается уже 34 года назад, я посетил завод. Впервые мы посетили завод в префектуре Ниигата. И там, короче, вот где-то метров 300 цех, полностью роботизированный. Везде работают роботы, и запчасти для роботов таскают роботы-тележки. Это 34 года назад. Роботы-тележки. Я такой думаю, а вот если встать на дороге у робота, что он сделает, да? Я встал на дороге у робота, робот меня увидел, остановился. Потом я отошел, и робот проехал мимо. Вот, а люди что делают? Вопрос, да? Вот люди стояли в конце вот этого длинного конвейера, и у них было 2 провода. Вот там приборный щиток мотоцикла изготавливался. Вот он подходил к ним, они вот этими 2 проводами касались 2 клемм. Если зажигалась зеленая лампочка, они ложили в эту коробку. Если зажигалась красная лампочка, они ложили в эту коробку. И все. То есть вот зачем человек, да? Второе, как-то вот я Михаилу Ефимовичу Николаеву, нашему первому президенту, рассказывал про станок, металлоперерабатывающий станок. Вот огромный станок, там человек что делал? Человек просто брал вот железную такую цилиндрическую чушку, вставлял в станок и нажимал кнопку. И потом ручной щеткой убирал металлическую стружку, ну, чтобы она не разлеталась. Потом, когда станок заканчивал работать, он брал это изделие и ложил на землю, вставлял новый этот цилиндр. И Михаил Ефимович мне говорит, а в чем смысл жизни этого человека? Ну, я такой говорю, ну, наверное, убирать стружку, чтобы цех не загрязнялся. Он такой на меня говорит, ты дурак, разве это смысл жизни человека? И вот я в 99 году был на заводе фирмы, по-моему, Амана, или как это называлось. Это такая специализированная, которая делает станки. И вот в 1999 году, 26 лет назад, вот когда ваши родители были еще детьми, вот этот завод производил станки. И вот они мне говорят, эти специалисты, мы преодолели самое важное препятствие для производства. Я говорю, а какое препятствие? Они говорят, мы преодолели зависимость от квалифицированной рабочей силы. То есть там как получается? Тогда интернета не было. Например, по телефону или по факсу инженер получает заказ, на компьютере набивает изделие, потом рабочий заходит, инженер распечатывает листок, отдает этот листок рабочему. А там на этом листке тогда еще QR-кодов не было. QR-код знаете же все, да? Тогда были штрих-коды. Штрих-код знаете? Вот такие штрихи и наверху цифры. И вот штрих-код. И вот этот рабочий берет этот листок со штрих-кодом, подходит к станку, баркод-ридер, ну как бы читатель для этих штрих-кодов, с ним считывает, а тогда ЖК экранов не было, были ламповые. И там на лампах высвечиваются цифры. И главная задача рабочего сравнить цифры на бумаге от 0 до 9, да? И цифры на экране. Если цифры совпадают, нажимает зеленую кнопку. А вот если цифры не совпадают, тогда что делать?
Красный. Красную, правильно, правильно, красные шрифты. То есть, что от человека требуется? Это знать цифры от 0 до 9 и нажимать зеленую или красную кнопку. Потому что, если доплатить, то станок еще сам упаковывает изделие, сам упаковывает. Но человек абсолютно не нужен. И тогда вот меня вот это поразило, что уже в конце 90-х годов люди стали, то есть простые рабочие, да, не нужны на производстве. Вы понимаете? То есть люди не нужны. Потому что технологии так развились, что от людей это самое, толку нет. И потом я прочитал новость в японской газете о том, что японская фирма Toyota, все знаете же Toyota. Toyota что производит? Машины, правильно, да? И вот она сделала новый завод, и вот они говорят, мы сделали новый завод и достигли огромного прогресса. Говорит, мы, говорит, уровень роботизации переделали. И как вы думаете, что сделали с уровнем роботизации по сравнению с заводом, который был в 91 году, и завод, который в 97 году? Как вы думаете, уровень роботизации вырос или уменьшился? Уменьшился. Молодец. Слушай, молодец. Ага. Молодец. Потому что в 91 году, помните, вот я рассказывал, что там роботы были. 300 метров конвейер, людей нет, в конце 2 человека стоит. Все. Вот. Они говорят, в 91 году уровень роботизации составлял 85%. А в 97 году уровень роботизации на заводе Toyota составил 35%. Понимаете? Меньше. Но зато, говорит, любой человек, домохозяйка, без образования, пенсионеры, мог пойти на завод работать. Потому что, как я уже говорил, надо знать от 0 до 9 и уметь нажимать на зеленую или на красную кнопку. Это все? Ага. И вот я тогда приехал обратно на родину и как-то вот разговаривал с одним человеком, ну, потому что как-то тогда меня никто не хотел слушать, я же вернулся, я им говорю совершенно. И вот я ему рассказал вот это, я говорю, мы навсегда отстали, мы вообще никогда их не догоним, и нам надо чем-то другим. А он говорит, а чем другим? Я говорю, вот я читал, говорю, вот ООН, да, ООН, знаете же, да, Организация Объединенных Наций, у них в Центральной Африке есть научно-исследовательский институт, который для негров разрабатывает мотыги. Я говорю, тогда, я был очень молодой, радикальный, и я говорю, мы должны разрабатывать, вот, например, сани, да, для лошадей на основе новых технологий. У нас же до сих пор нет пластиковых саней, да? Нет же? Никто не делает. Вот, например, уздечки, да, из пластика морозостойкого, никто же не делает. А это, например, как совмещение древних традиций, да, и новых технологий. То есть вот на этом уровне, я и говорю. Потому что там говорить развитые новые технологии, это, говорю, утопия. Вот. Но просто получилось таким образом, что где-то лет 10 назад впервые я в Якутске увидел завод, который был привезен из Южной Кореи, и он делал металлические там детали, да? И этот завод можно было программировать через интернет, и техобслуживание осуществляли через интернет из Южной Кореи, производители, да? То есть, получается, и там тоже абсолютно не надо было квалифицированного рабочего. Наконец-то это пришло к нам. Ага, понимаете? Вот, и потом дальше. Вот, мы говорим связь, да? Мы говорим интернет. Вы знаете, к чему привело введение интернета? У нас в Якутии 95% населенных пунктов имеют доступ к интернету. И сейчас какая-то история произошла. Вы знаете, какой профессии нет в деревне? Нет, почтальоны есть. Это самое главное, да, что в деревнях исчезли бухгалтерии. Раньше были бухгалтеры в каждом предприятии. Сейчас везде централизованные бухгалтерии. Понимаете? И вот все эти бухгалтера исчезли. Даже вот Алроса, да, 1200 бухгалтеров сократила и перенесла свою бухгалтерию в Новосибирск. Понимаете?
потому что работает через интернет. То есть как бы вот прогресс вроде бы, да? Но в то же время он каким-то образом отсекает и уничтожает определенные потребности в каких-то квалификациях людей. Да? И вот сейчас искусственный интеллект. Я давным-давно читал книгу Мартин Форд «Роботы наступают». Это книга где-то 2015-16 года. Или даже 2014, где-то вот так. Старая книга, 10 лет назад написана. И там было написано таким образом, что в Америке 70% юристов занимаются поиском прецедентов. Ага. Потому что у них прецедентное право, то есть если ты судишься, надо найти такой же кейс с таким же каким-то набором данных и какое решение принял суд. И тогда на основе прецедента судья примет такое же решение или похожее. А сейчас что? У нас же через интернет поиск, правильно? Поиск через интернет, строчку вбил, результаты вышли. Сейчас, получается, в Америке 70% юристов не нужны. Ага. И вот этот самый Мартин Форд, тогда 10 лет назад, он говорит, что все те функции, которые могут быть автоматизированы, они будут автоматизированы. Понимаете? И те профессии, которые требуют каких-то там постоянных, повторяющихся действий, их не будет. Ага. И он говорит, какие профессии останутся? Останутся в основном только те профессии, которые связаны работой с людьми. Вот Сбербанк же знаете, Сбербанк. Вы знаете о том, что Сбербанк это полностью искусственный интеллект. Вот как выдать кредит, не выдать кредит, решает алгоритм. Называется скоринг. Ага. Компьютер думает. А сотрудник Сбербанка, который с вами общается, он просто интерфейс. Он с вами общается, потому что переводит на человеческий язык то, что думает компьютер. И решение компьютера вам объясняет. Или, например, вот я блогер, ютубер, да, этот самый, вот там же тоже алгоритм решает. Там люди абсолютно ничего не делают. Алгоритм решает, вот смотрит твой паттерн поведения, кто тебя смотрит, кто тебя лайкает, кто тебя тебя выдает, не выдает, короче, этот самый из России, не из России, и абсолютно, то есть все делают компьютеры, а люди чисто вот интерфейсы. И 3 года назад уже, в 2022 году, Аскар Акаев, бывший президент Киргизии, читал лекции. Он профессор МГУ, математик, доктор физико-математических наук, у него там лаборатория. И он делал такой такой прогноз развития искусственного интеллекта. И вот он тогда сказал, что это 22 год, что через 10 лет, он сказал, да, все функции, которые возможно будет автоматизировать, они будут автоматизированы. То есть вам сколько осталось? 7 лет осталось, правильно? То есть вы как раз успеете закончить вуз, а все поменяется. Это поэтому вот это. И второе, он сказал, что опыт эволюции показывает, что если основной поток информации идет через какой-то вид, то этот вид развивается. А если вот какой-то вид отпадает от массивов информации, то он отмирает. Если сейчас мы полностью передаем все решения искусственному интеллекту, он обрабатывает основной массив информации, то тогда кто сейчас основная ветвь развития эволюции? Искусственный интеллект. А люди это... И вот он говорит, что средний класс, который существует, это офисные клерки, туда-сюда, как я говорил, они уже становятся не нужны. И как я уже сказал, рабочие не нужны, клерки не нужны. То есть и дальше Акаев что говорит? Он говорит,
нужны творцы, которые смогут руководить искусственным интеллектом, которые могут задавать ему правильные вопросы и ставить ему задачи. То есть, если вы не можете сами что-то новое придумать и задать искусственному интеллекту, да, то искусственный интеллект вместо вас все придумает. Сейчас же вот картинку нарисовать, там, простую песню сделать, или стихи написать, там, рассказ, это все делает искусственный интеллект. И не хуже людей, даже лучше. Вот. И он говорит, надо быть творцом. И следующее. Вот он говорит, сейчас знания устаревают очень быстро. То есть практически, вот вы, например, закончите вуз 4 года, потом 2 года магистратуры, ну сейчас, может быть, 5 лет будете учиться на специалитет, да? То вы закончили, через 3 года все ваши знания устареют. То есть вам надо постоянно учиться. И вот вашему поколению, чтобы не отстать от времени, надо учиться. Вот я тоже как бы сам, да, мне 61 год, я сам выучил японский язык, в молодости. Ага. Потом я сам освоил компьютер, то есть я его собрал, он у меня сгорел, потом собрал второй, он у меня тоже сгорел, потом я собрал нормальный. Да? И с тех пор я сам собираю компьютеры с 95-го года, почти 30 лет я сам собираю компьютеры, вот в прошлом году осенью тоже собрал, потому что сейчас будет Windows 11, и надо менять начинку компьютера, потому что в октябре этого года все наши компьютеры Microsoft почикает. Потому что Windows 10 прекратится подача обновлений, и любой хакер может вскрыть ваш компьютер. Вот. И поэтому вот вам надо учиться. И что касается вот этой работы, сейчас в Малой академии наук работаю как пресса, вот я добился, чтобы пенсионерам сделали бесплатные курсы по интернет-программированию, по созданию сайтов. Ага. И вот я туда пошел, получил корочку. У меня есть корочка, что я компьютерщик. Поэтому вот меня взяли на работу как техника-программиста. Поэтому я вам тоже из жизни советую. То есть самим надо думать, что вам учить. Потому что преподаватели, которые вам рассказывают, они тоже не знают, понимаете? Ага, что это может быть. Вот, и на такой ноте, Дима, просьба включить видео. Сейчас я покажу видео и буду переводить этот сам. Это старое видео, сделано 5 лет назад, японская организация Кейданрен, Федерация экономических организаций Японии о будущем обществе 5.0. Это делают операции. Это говорят о давлении. Вот идет операция, написано, закончилась. Вот операция закончилась, врачи уже раздеваются. Видите эту аппаратуру? Вот больной. Где-то в другой стране, в Юго-Восточной Азии, вот прибор достают. Вот через кровеносные сосуды проникает отрицание. И вот благодарить врачей. Вот это джойстики, которыми управляют вот этих роботов. Это сейчас уже есть. Это технология уже есть. Вот говорит, спасибо, японский врач. Общество 5.0. Вот такие роботизированные есть уже. Это вот такси-сел. Вот видите, водителей нет. В Китае уже 50% таксистов сократили. Сейчас вот общается. Она говорит по-японски, он говорит по-китайски, а этот говорит по-французски. Они общаются между собой. И вот ей перевод их высказываний. Это сейчас уже есть технология онлайн-перевода.
Намасте. こんにちは。 Это вот индус подошел. 僕も入れてくださいよ。ねえ、話が長いよ。 И вот кто-то говорит, 僕は вот 早く公園で это 遊びたいんだ。 из-под стола, говорит, вы слишком долго разговариваете. Это тоже есть уже переводчик собачьего на человечий. Уже есть. Вот этот скалолазание. Это AR. Кто знает AR? Это reality. Это дополненная реальность. Видите? И все, главное, видят дополненную реальность. А он сам сидит в инвалидном кресле. Эта технология уже существует. Вот занимается йогой. 胸開いて両手耳の横に伸ばす膝をしっかりと伸ばして指先 Вот の видите, этот линза, телевизор. おかえり。 Отец пришел. Вот силой мысли включает музыку. И вот с дочкой разговаривает силой мысли уже. Ну, у нас уже тоже с родителями мало кто редко разговаривает, но здесь они с силой мысли общаются. И вот делает этот самый ужин なかなか美味しそうだね。 с помощью дополненной реальности. はーい。 おいおい。 Это вот общество 3.0 индустриальное, до этого было охотничье и сельскохозяйственное. 4 – это информационное общество. И 5.0 – это общество созидателей. Ага. Это вот AI, знаете же? AI, знаете? Artificial Intelligence. А IoT, знаете? Интернет вещей. Internet of Things. Ага. Ну вот, как вам возможное будущее? Похлопаем, товарищи. Как-то слабо вы хлопаете, ребята. Давайте посильнее похлопаем. И вот я хочу сказать, как уже сказал Василий Климович, будущее – это вы. Понимаете? Это. И в 2016 году Михаил Федорович Николаев, наш первый президент, проводил ленские встречи с участием экспертов из Южной Кореи, Китая, Японии, там, из Российской Федерации. Вот. И там меня поразило, что на полном серьезе обсуждался вопрос, например, ну, как, вот знаете, постапокалипсис, там вот фильмы показывают же, да, там это киберпанк, там так далее, да. И вот они говорят, что возможно в будущем будут островки развития, и вокруг них будут море дикости. Понимаете? То есть, если развитие цивилизации не получится, то мы можем вернуться в прошлое. Вот этот самый... Вот когда Римская империя погибла, да, в V веке нашей эры, то уровень Римской империи был достигнут в Англии, например, да, через 1200 лет. То есть потребовалось 1000 лет и очень множество поколений людей, чтобы вернуть тот уровень жизни, который был в Римской империи. Понимаете? И сейчас мы находимся на каком-то перепутье человечества, да? Потому что капитализм, он об постоянном увеличении объемов. Потому что вот ты выдаешь кредит с процентом,
ты должен сделать продукцию, продать его со своей прибылью, за счет прибыли вернуть кредит и получить прибыль себе. Да? А сейчас получается, что планета конечна, количество людей конечно, и самое главное, что конечно? Вы можете сказать, самый главный ресурс, который сейчас с каждым днем увеличивается стоимость. Вот какой ресурс? Вот кто сказал время? Давид молодец. Вот сколько в сутках часов? 24. Вы никак не сможете увеличить количество часов. То есть, если вы будете играть в компьютерную игру, вы больше 24 часов в сутки сыграть не сможете. Понимаете? Вот время лимитирует. И поэтому сейчас вот нам нужны такие люди, как Илон Маск, который грезит там полетами на Марс, освоением Луны там, и так далее. Вот вы знаете проект Артемида? Нет, наверное, где его у нас мало пишут. В Америке создали проект освоения Луны, который называется Артемис. То есть это, ну, по-русски Артемида. И к этому проекту присоединилась Япония и некоторые страны Европы. Понимаете? И сейчас вот этот Toyota разрабатывает ланд-крузеры для Луны. Понимаете? И эта самая разница в том, что вот японцы хотят разработать такой ланд-крузер, чтобы там же атмосферы нет, то есть чтобы можно было без скафандра ездить на этом мун-крузере, да? Понимаете? И вот вы надежда, да, вот нашей республики, нашего народа, потому что мы очень маленький народ, живущий на этой территории, и чтобы мы дальше продолжали жить, да? Просто вот я вам скажу, что почему мы должны развиваться, якуты, да, якутский народ. Потому что до революции у нас было 200 тысяч. 200 тысяч якутов, было 400 тысяч коров, 400 тысяч лошадей, 200 тысяч оленей. И 200 тысяч якутов. Сейчас в Якутии население 1 миллион, 160 тысяч коров, 170 тысяч лошадей и 110 тысяч оленей. Мы не можем выжить. Мы не можем обратно вернуться в родные Аласы. И тем более, до революции, да, местное население освоило 85% территории Якутии. Вот везде жили люди. Сейчас сколько процентов мы остались, на скольких процентах территории? Кто знает? 20-30. Меньше 20, молодец. 15% территории. Если было около 12 тысяч населенных пунктов по Аласам, там, так далее, да? В конце 20-х. Сейчас сколько населенных пунктов осталось? 409. То есть вот такое резкое снижение. Мы все стянулись. И 40% населения республики где живет? Якутске. Правильно? В Осетии. И поэтому у нас только один путь – развиваться. И мы должны быть на уровне. И вот у нас есть с Василием Климовичем друг, который рассказывает, да, что когда он из Кобяйского улуса поехал учиться в Сибирь, в Томск, ему отец сказал: для того, чтобы тебя жители других регионов воспринимали как равного, ты должен быть на 2 пальца выше, на 2 пальца умнее, на 2 пальца шустрее, на 2 пальца коммуникабельнее и так далее. Поэтому вот я вам желаю дальнейших успехов и самое главное быть креативными и самим себе ставить задачи и учиться и учиться. Кто это сказал? Это кто сказал? Ленин, молодец. Ленин, Владимир Ильич Ленин. Но там было последнее слово коммунизм. Но коммунизм не надо.
Ну что, вопросы есть, ребята? Вопросы? Кому интересно, есть вопросы? Нет? Как нам выжить в этой ситуации якутским людям, да, кстати, жителям Якутии? Потому что это же очень важно на самом-то деле, да, кстати, потому что если все лучшие люди уедут, то, соответственно, этот регион обречен. Так получается. И как сделать так, чтобы наша экономика была, как это говорят, relevant, да, так сказать? То есть... Соответствующий. Да, какой? Соответствующий. Соответствующий тому, что есть в мировом разделении труда и прочее, да, так сказать. И как мы видим, мировая экономика очень сейчас в сложной ситуации, да, благодаря, как говорится, отдельным действиям отдельных личностей, да. На самом-то деле это говорит о том, что все невероятные прогрессивные изменения, они не наследуются генетически. То есть человека надо учить. Вот, например, есть же такая тема, да, демократия. Вот человек не может генетически эту демократию себе, значит, передать детям и прочее. Их надо учить, да, соответственно. Опять же, также надо учить и отношениям и прочее. Только так же мы выставляемся, да, идем и развиваемся дальше. А почему так происходит? Потому что человек это самое слабое существо на этой планете, если честно. Почему слабое? Потому что, во-первых, у нас очень много ограничений, да, так сказать. У нас, во-первых, слабое здоровье, раз, да, так сказать, плохо видим, плохо слышим, да, плохо бегаем и очень слабые по сравнению с другими там существами, да, так сказать, человекоподобными и прочее, да, по сравнению, если честно. И получается, для того, чтобы выжить в этом мире, мы создали свою систему, да, так сказать. И эта система называется культура. Да? А культура это то, что мы передаем друг другу через знания, через традиции и прочее. Только так мы помогаем. Да? Если бы не было культуры, мы бы просыпались каждое утро и снова начинали бы изучать мир, строить свой мир и прочее, и были бы вечно в одном и том же состоянии. Есть же, вот, например, какие-то народы, которые живут в первобытном виде, да? Потому что у них что такое, да, так сказать? У них нету памяти, чтобы хотя бы как-то записать это. Вот если ты ничего не записал, то следующее утро ты забудешь. Не написано нигде, да, так сказать? И передать нечего. И получается, каждое утро ты просыпаешься как новый человек и пытаешься заново что-то изобрести. Но это процесс такой, да, так сказать, он может идти вечно. И вы никогда не выйдете из каменного века, потому что камни-то никогда не кончатся. Понимаете, да, так сказать? И тут очень важный момент, да, так сказать, каким образом сделать так, чтобы мы были максимально и невероятно, образованными, да, образованными. А сейчас получается все возможности для того, чтобы не быть образованным. Все же легко. Вот когда человеку очень легко, да, так сказать, когда он, вот, например, да, так сказать, люди живут, да, работают, особенно мужчины, да, работает, потом уходит в отпуск, приходит домой, а дома все делает его жена, да? Там моет, там все прочее. И мужчине нечего делать. И тогда очень быстро наступает что? Деменция. Знаете, что это такое? Да, человек становится, как это называется, маразматиком, да, так сказать. Он быстро теряет свои качества, потому что качества могут быть только тогда, когда человек тренируется, постоянно тренирует свои мышцы. Мозг это тоже мышцы, да, так сказать, тоже электрические сигналы проходят. И чем больше проходит электрических сигналов, тем вы хорошо кормите свои нервные клетки. Проблема нервных клеток заключается в том, что нервные клетки возникают только один раз. Они не делятся, они настолько специализированы, что они не делятся. Невозможно. То есть вы получили в течение какого-то времени, например, там несколько миллиардов клеток, да, допустим, 86 миллиардов что-то клеток, да, нервного мозга. И что потом? Да, они-то не увеличатся, они будут все время по вашей жизни уменьшаться. В день, там, например, 1 миллион нервных клеток умрет. Да? Следующий день вы выпьете много, да, так сказать, алкоголя и прочее, да, так сказать, засушите. Алкоголь что делает? Да, он высушивает. На одну молекулу алкоголя нужно 8 молекул воды, чтобы компенсировать. То есть фактически он высасывает воду. Да? Алкоголь высасывает воду из ваших нервных клеток. И фактически нервные клетки умирают, получается, в день, если ты выпил, 10 миллионов умер нервных клеток вместо одного. То есть фактически у людей, которые много пьют и прочее, в конце жизни, получается, половина мозга осталась. Да?
Это конкретные данные такие. И поэтому, значит, нервные клетки невероятно... Вот, например, человек ходит в сауну, да, опять же, да, не надевают шапку и прочее. Опять же умерли нервные клетки ваши, да, так сказать, потому что они очень хрупкие. Да, и они и так страдают, да, так сказать. У человека же болит голова, да, когда там какое-то состояние, да, это почему происходит? Потому что в первую очередь организм пытается помочь мозгу сохранить себя, да, так сказать. Почему вот там происходит очень много притока крови и прочее, чтобы попытка как-то охладить и вывести температуру через внешние, да, покровы. Вот проблема, да, так сказать. И эта проблема, она постоянно с нами, да, так сказать. А как сделать так, чтобы мозг хорошо работал и прочее? Он должен постоянно тренироваться. Когда, значит, через него проходит электрический сигнал, открывается что? Маленькие колодцы такие, да, так сказать, кальциевые, магниевые и прочие, да, так сказать, через которые проходит еда, питание, кислород и прочее, да, так сказать. А без этого нервные клетки ваши умирают очень быстро. А другой способ, да, так сказать, а есть способ, да, чуть-чуть могут появиться новые нервные клетки, но для этого человек должен пройти невероятный стресс. Что значит стресс, да, так сказать? Это, например, человек попал в абсолютно новую окружающую среду. Ну, например, вы за границей поехали учиться. Язык плохо знаете, никого не знаете, и вам надо выжить. И у вас сразу начинают работать очень древние механизмы защиты. Древний механизм защиты, который находится в гипоталамусе человека. Да? Он начинает там из обычных клеток, да, так сказать, создавать нервные клетки. Вот такая тема, очень быстро. Это защитный элемент, защитная реакция. Понимаете, да, так сказать? Поэтому получается, чтобы у вас мозг хорошо работал, вы постоянно должны напрягаться и ставить себя в стрессовую ситуацию, чтобы быстро думать. Да? Однажды со мной случилась такая история, да, так сказать. Я оказался в городе Харбине. Знаете такой город Харбин? Да, в Китае есть такой город, да, Харбине. Ну, язык китайский я не знаю, естественно, да, так сказать. И со мной еще мой племянник. И я купил билеты на поезд. Они были очень дешевые. Я был потрясен. Да? Всего-навсего там было 120 юаней для двоих, чтобы добраться до Гуандуня, до Гуанчжоу города. Я говорю, какое счастье. Очень все дешево, да? Радостное такое. На следующее утро я пришел, это оказались сидячие места. Сидячие места нормально, я думаю, нормально. Потом на каждой станции стали заходить люди. И через несколько станций этот вагон был заполнен людьми. И люди лежали везде, да, так сказать. Кто-то вот нырнул под меня, и его голова тут. Потому что он уже так научен ездить, да, так сказать. Он берет свои ботинки, ставит туда, и это как у него подушка получается. И он какие-то газеты на него там лежит, да, на этих газетах, да, так сказать, и прямо он на меня смотрит. Это его голова, вторая голова здесь, третья. Вот так вот люди спокойно, да, вот так ездят. Потому что билеты такие очень дешевые, стоячие билеты. И какие-то еще крестьяне заходят, да, с такими, значит, ведерками, да, ставят ведерку так обратно и садятся на них. Потому что в ведре еще их вещи личные, да, так сказать. И стало очень мало кислорода, и даже выйти некуда, да, чтобы пойти в туалет и прочее. Почему? Потому что там закрыли эти работники поезда, да, так сказать, двери, чтобы люди не ходили между вагонами. И вот ты так ездишь, да, так сказать. И я сразу начал думать, что же делать, да, так сказать. Такая ситуация, стрессовая ситуация, воздуха не хватает. Я мальчика смотрю, он прямо вот в таком состоянии. Да, даже сказать не может ничего. И вдруг неожиданно у меня в голове появились абсолютно невероятным образом, да, так сказать, расписание этого поезда на китайском языке. Я один раз мимо проходил и увидел вот так. И оно прямо перед глазами появилось. И что самое... Так ясно, четко, да, так сказать, еще с цифрами там, поскольку этот поезд придет туда, и я сразу еще начал читать иероглифы. Я был потрясен, понимаете, да, так сказать. Это оказалось настолько невероятно. Где-то я что-то слышал и прочее, и это все сложилось. Я понял, что поезд в 7:40 придет в Тяньцзинь. И я должен выйти оттуда. Еще откуда-то появилась другая информация, что из Тяньцзиня я могу взять поезд до Уханя. А из Уханя взять поезд до Гуанчжоу. Почему? Потому что разные времена я какие-то газеты читал, и там были эти заметки. И они все вместе сложились, да, так сказать, и я уже понял, что, оказывается, у меня есть маршрут. Да? И я говорю, уже
7 часов 30 минут, через 10 минут выходим. Я говорю мальчику, давайте. Вы вышли, и тут бензин. И точно так же оказалось, поезд идет до Уханя. Из Уханя можно до Гуанчжоу. Представляете, в стрессовой ситуации человеческий мозг производит такие уникальные вещи. Вот так вот бывает. Да. Так что я сам потрясен этим. А так ты ходишь там легко и прочее. Вот точно так же, да, кстати. Вот я где-то учился, например, значит, немецкому языку, да, кстати, институт Гёте. Да? Институт Гёте, там, что-то говорят, там, я что-то говорю, говорят, хорошо ты говоришь и прочее. И я все забыл, потому что это было помимо всяких разных дел. А потом, когда оказался в Германии, да, кстати, вдруг все, и все это всплыло. И ты начал уже говорить. Сам удивился. Оказывается, я умею говорить по-немецки. Вот так. Точно так же с другими языками. Да. Такое тоже может быть. Это от напряжения, от уровня фокуса, да, возникают такие вещи. Оказывается, вы уже знали. Как говорил наш великий Борисов, да, кстати, Андрей, как Савич, да? Оказывается, я знал. Очень восточная тема. Да. Еще есть какие вопросы, господа академики и член-корреспондент? Да, это я сам себе вопросы задаю. Да? Что у вас по плану сейчас? Сколько времени осталось? Уже прошли, по-моему. 19 минут? У вас перерыв или нет? Перерыв сейчас, да? Ага. Уже, да? Окей. Ну тогда извините, да? Мы прибьемся. Спасибо.